китайские трещотки. Шастаем Женьком по закоулкам Паттайи. Неплохой здесь райончик. Вообще прикольно, да? Вот бы у нас так в Чебоксарах, да, дворик? С окна прыгаешь же. Ну чего? Ну и нашего чувашского путешественника сводили, на бассейн с водопадами. Вроде довольный. Капец тут район. Женька говорит, что здесь цены, говорит, как в северо-западном квартира стоит. Все, надо продавать свою квартиру в юго-западном. Обалдеть. Вот бы у нас под окнами такой бассейн был. А у нас только по весне в паводок такой бассейн, да? Капец, дождик пошел. Последний раз дождик я, по-моему, видел в Китае. В Китае, когда были затяжные дожди. Приятно встретить снова дождь. Летний ливень такой, зимний ливень. Мандаринки он жует. Ох, искупался, здорово. Посидеть, солнышко нет, позагорать, малюха. Даже на относительном отдыхе я не теряю время. Строю крепости дербентские. Тоже уходящий в море. Это прям точно по эскизу Дербентской крепости. Только это будет Паттайская крепость. Я ее предводитель. Защиту буду организовывать я. Сейчас будем набирать людей, тайцев. Набирать для защиты. Будут осаждать сейчас, приезжать китайцы. То есть это от китайцев все. Китайцев здесь, говорят, не любят. Ну вот, я помогаю тайцам. Чуваш, как они без чуваш-то будут? Что, наркоманские эти дискотеки? Первый раз пью кокос. Женек мне открыл его, взломал. Всегда когда-то в первый раз. Так, сейчас починим меня. Вот так. Вот тут собрались. Вот тут. Нормальные пацаны. Да, с Геленджик, Чувашия. Москва. Вообще здорово. Снова вечер очередной. Пикаем. Это только начало. Смотри, он туда спирта 100 грамм налил. Есть такое дело? Есть? Нормально? Вот, дошли гости. Гости. Супер кафе в Паттайе. Супер. Завтра будет бомба. Супер диджейское кафе. Должна быть вечерина.
будет. Вот это супер диджей. Я, конечно, не из того поколения, но это классный диджей из Москвы. 90-х годов, с начала 90-х, в электронной музыке. Все, давай, Олег. На связи. Все, мы у тебя... Давайте. Слушай, Олег, мы не туристы, мы тут долго. Ну, доброе утречко. Проснулись. Вот, играем с ребятами в нардишки. Нарды 100 лет не играл. Уже правила даже забыл чуть-чуть. Вот, ребята с Москвы. Столько людей здесь интересных каждый день встречаешь. Что с Москвы, с Сибири, вот опять с югов, с Геленджика. Иркутск. Ох, вот одна большая такая страна, даже... Где вы еще встретились? Да, где как не хватает, короче, все встречаются. Даже нахожусь в Тайской области России. Да, провинция. Ну же как Паттайка называется, да? Это? Нет, Тайская область, Таиланд. Ну, Томская есть, но надо присоединять. Тайская область, Россия. Республика Таиланд. Вот. В составе РСФСР. Да, ну в общем сегодня будет насыщенный день. Потом сниму обзор велосипеда. Сейчас доиграем, чай попьем. Ну вот, у Женьки сломалась машинка. Опа. О, заводи. Сломалась машинка. Оба. Ремонтирую. Что там, басы включились? Уже после этого не кайф вообще. Вырубила, блядь, вообще нафиг это сделал. Работать надо, двигаться, блядь, а не спать, понимаешь, в чем дело? Все должны друг другу помогать, а не так, блядь, как лебедь раз. Давай чувашку, блядь. О, Хаммер-Ял в Таиланде. Вот едем с ребятами на пляж. Первый раз я еду на тук-туке. На велосипеде из Москвы доехал. Первый раз едет в Чуваши. Первый раз едет на этом самом, на тук-туке. Знаете, на велосипеде через Китай, через... Но я бы не совсем это тук-туком называл, это больше маршрутка, наверное. Маршрутка, да. Тук-тук это мелкий же мотоцикл. Мелкий мотоцикл в Индии, да. Так. Да, как в Индии, да. Это не тук-тук, маршрутка, короче, это на базе... Трехколесный муравей это и есть. Да, это... на базе. А тут шасси Toyota, так что на Все, маршрутке. ребята, удачи. Все, давайте, спасибо. Займу. Расскажешь с наступающим. Да, вот это большой, да. Вон, А, видишь, да, кота, вообще. вот это здоровый. Видишь, нет? Офигеть, Я да, вижу. как сом. Большую, видишь? Такая она Сам- прям это есть розовый, сам. розовый оттенок дает какой-то. Здорово. Все, выгрузились. А вообще смотри, лодочки. Почти за городом. Ребята говорят, здесь хорошие пляжи. Намного чище. Сейчас посмотрим. Тут уже спокойно, хорошо. Не, ну тут правда, очень. Да. Ну вот, ребят, я решил остаться в Таиланде. Поменять велосипед. Буду зарабатывать себе вот таким велотук-туком. Рикшей такой, велорикшей. Ребята приварили ему карету. Так что, друзья, приезжайте, буду вас катать. Все отлично, замечательно. Жизнь налаживается. Взяли меня в плен. Короче, паспорт отобрали. Надо отработать всего $500. Скоро вернусь. Через 3 года вернусь домой. Так что помогайте и приезжайте. Как здорово здесь. Блин, непривычно так в шлепках ходить после моих ботов.
Даже неудобно, я сказал, некомфортно. Но в ботах очень жарко сейчас. А, вот, да, вот, кстати, еще одна рыба. Ну все, накупались, идем назад, собираем мусор на пляже тут. Делаем полезное Да дело. ладно, сдаем бутылку на обратную дорогу. Кроссовки нашел, ура! Зачем я кроссовки покупал? Кроссовки нашли, короче, все. Пора возвращаться в Россию. Сколько тут диковинных рыбок лежит мертвых. Ну все, пакетон собрали здесь. Сейчас еще пока дойдем до конца, насобираем. Ага. Вот тут рыбаки. Савайди. Еще выпускает что-то. Поймали кальмара. Так прикольно. Очень прикольно. Капонка. Ням-ням. Слушай, нифига себе, она поймала кальмара. Ящерки вот эти. Опа, геккончики. Это маленький. Беги. Да? Ловят комаров. Опа, ну ладно. Зашли на рынок. Взяли печеночки. Чего здесь только нет? Одна русская речь здесь. Русской речи больше, чем тайской. Наверное. Кто не фотографировался, говорит, да. Сейчас, подожди, я тоже сниму вас. Должно-то. Короче, едем на Уолкинг-стрит. Ребята хотят мне показать эту знаменитую улицу. Улицу, как я понял, пороков. Но мы там ничего делать не будем, я по крайней мере. Я только посмотрю. Ну что, мы пришли на Уолкинг-стрит, да? Это, короче, Паттайский Арбат, проще говоря. Движуха вон, Crazy Russian Girls. Когда русский турист. Знаменитый был бар.
бар говорят. Вот что, решили посидеть по коктейльчику, попить в таком фургончике, машине-фургончике коктейльной. Сегодня же, ребят, еще, кстати, Бобина же выступает вот в этом клубе. Где у него там вывеска? Сейчас. Вот. Сейчас пойдем с ребятами на Бобину. Блин. Российский транс. Транс это музыка. Транс and прогрессив. Это офигенно. Я, конечно, не сильный любитель Бобины, но все равно сходить надо. Раз уж такое, вход тем более бесплатный. Зашибись. Бля, не успел снять сюда. Хуёво. Сними, шоу. Вот, дропа. Ребята, тут по тайскому боксу. и тайский бокс здесь есть. Каждый может выйти и пописаться с тайцем. Че, выйти что ли? А что, бесплатно что ли? Я не знаю, наверное. Пиздюлей получить можно и бесплатно. Обычный турист, ёпта. Короче, здесь можно помочиться с тайцем, выйти. Я не знаю, платно это или нет. Ну тут все в щадящем режиме, как я понял. Нету мяса. Хуя там все камеры. Место, блядь, два танцпола, один на ретре, второй, Снимать, короче, нельзя, камеру засвечивать. Здесь.
там начало улицы, короче. Она идет. Вон там девочки стоят, короче. На любой вкус тут есть. Да. Пойдем? Посмотри. Да, ему. Как мяу. Глазами все проститутки. С какими? С узкими. Серьезно? Я русский знаю. Здесь русские проститутки, короче. Это, короче, пипец какой-то здесь. Я первый раз такое в жизни увидел. Что-то не видно. Ходим, гуляем туда-сюда. Сейчас идем на диджея Бобину. Сейчас нас заведут тут. Будет нормально. Потанцевать охота немножко. Давно не танцевал уже.
Я устал. Зашли шаурму покушать, короче. Также продолжаем смотреть, гулять. Ребята хотят, чтобы я посмотрел это и больше сюда не приходил. Я вряд ли сюда когда-то больше приду. Уже народу меньше, время 4 утра. Народу мало. Уже пустили движение, машины здесь ездят. После 3 часов ездят машины. Камера, увидел, что телефон не стою, съебался сразу. Короче, а? Мне тут трансы глазки строят. Тут вообще опасно очень ходить. Это самое злачное место в мире. Вон ходят. Капец. Come on. А так жуем шаурму, сидим. Hello? О, какая girl. Ну, girl, это, конечно, я пошутил. Come on, что ты ссышь? Иди сюда. Come on. Вьетнам. Yes. Не повторяйте, друзья. Это смертельный номер. How much for one night? Ебаться, слышишь? Снимаю. Еще подожди. Мы в сцену зайдем. Ох, ебать. What do you want? Ну, а ты... Taxi. Stay very far. Jumping. Ты видел вот эту хуйню? Так я сниму. Да, блядь, ну попробуй, давай. Кранты вообще. Начал? Ну вот, друзья, первый раз. Заводи. Сейчас я первый. Поверни ключ, гони. Вправо. И нажимай, как я тебе говорил. Правой рукой все. Запуск весь полностью. На тормоз обязательно. Первый раз езжу на скутере, ребята, за свою жизнь. Вот, дали мне покататься. Давай, На самом деле все просто, ничего сложного. Поехали. Сзади свободно, спокойно. Сзади.
Сзади у тебя скутер. Вообще шикарно просто. Не, даже не отключать не надо. Подножку откидываешь, и она сбухнет. Да. Есть, пропусти Макашу. Вообще шикарно. Прям все, велосипед забыл. Все, бросил, да, поеду. Пересяду. Дальше поеду на скутере. Нет уж ты давай, традиции не изменяй, Да блин. не, я шучу, я шучу. Велосипед должен быть велосипед. Ну, прокатился замечательно. Вообще хороший. Первый раз в жизни я прокатился на нем. Дал ему максимум 95, разогнал. Блин, здорово. Классная вещь, но, блин, все равно как-то неинтересно. Вот я вроде проехал, ну, километров сколько? Ну, 10 максимум. Но что-то уже в конце, ну, как-то скучно просто кататься. Хорош как транспорт, бесспорно, быстрый, но кататься на нем неинтересно. Но классная вещь. Вообще спасибо, что дали мне возможность прокатиться на нем. Первый раз в жизни. Не ездил я никогда на мотоцикле. Как-то боялся даже, думал, сейчас надо учиться, думал, где никого нет. А тут все просто. Только я по велосипедной привычке забываю выключить поворотник. Включить-то не забываю, а вот выключить есть такая проблема. О. О. This sitting is many people, many international people. French, Germany, Russian, И наши посланники. South Russian, Moscow and Chavash Republic. Да, очень интересно здесь сидеть. Столько людей приходит. Я пока пару дней веду, уже дня 4 на пенсионерский образ жизни, я сижу тут вот. То в нардишки сыграем, то люди приходят, общаемся, разговариваем по-английски. В общем, интересно. Тоже пенсионерская жизнь, она так. Надо чуть-чуть попробовать, а то все дорога. Отдыхаю чуть-чуть. Ну вот, зашел в веломагазин. Доброе утро. Надо... Сейчас меняю тормоза, которые я купил, которые у меня были больше размером. Сейчас он их растачивает, чтобы они заходили. Вот, поставил спицу, спица сломалась. Но он сказал, что надо все колесо переспицовывать. Эти спицы вообще фуфло. Блин. Надо будет переспицовывать, потому что с таким овалом я ездить не могу. У меня уже задница болит от такого овала. Но может быть, пока я в Паттайе сделаю это. Не здесь, так в другом месте. Сейчас думаю еще приобрести зеркальце. А то у меня то еще сломалось, которое я брал в Бишкеке. Вот за 200 бат отдает ее. И тормоза уже и передние поменяю. Тормоза стоят 380 бат. В общем, техосмотр такой сделаю небольшой. Здесь фэтбайки электрические. Капец, что я словил. Да. Веломагазин здесь закрыт. Думал камеру купить. Сейчас буду клеить. Взял ананас. Покушаю первый раз в жизни в таком виде. Не консервированный ананас, а такой. Кстати, они здесь дешевые. Сейчас попробуем, вкусные или нет. Ох, до Нового года еще неделя.
Но я уже что-то здесь завис. Я уже сколько здесь нахожусь? У меня 4 недели еще нет. 4. Сколько? Когда я приехал, я уже забылся даже. Давно я так нигде не останавливался. И вот я чувствую, что меня уже начало засасывать. Режим дня сбился. Лень такая напала. Не знаю. Вот эта вся обстановка, она расхолаживает, как вечный выходной какой-то, вечная пятница. И вот я думаю, что, хотя ребята мне говорят, что оставайся на Новый год, я что-то немножко сомневаюсь, что я доживу до Нового года здесь, потому что я уже устал. Я, в принципе, набрался сил, силы есть, откушался немножко. И, наверное, нужно двигать дальше. Собирать, осмотреть все снаряжение, подготовить и совершить следующий рывок уже к экватору, в Малайзию. Вот. Блин, классно было бы, конечно, Новый год здесь править с ребятами. И вот у меня сейчас такая просто дилемма. И вот сижу, думаю, что делать. В принципе, еще можно пару дней отдохнуть, а потом уже двинуть. Новый год мне не принципиально с кем справлять. То есть в компании для меня это больше такой сакральный праздник. То есть я много раз уже встречал один Новый год. По-моему, 2013 год я справлял в палатке. Пошел за Волгу с палаткой и поставил его там. Поставил, то есть справил нормально, с утра проснулся, пошел домой. То есть было здорово, зато такой Новый год он запоминается, нежели вот в компании, в шумном помещении. Так что пока еще отдохну чуть-чуть. Да и здесь Новый год, честно, не чувствуется, я его вообще не чувствую. А так сейчас до компа дорвался, сижу возле компа, все. Слушаю музыку, колоночки здесь, конечно, маленькие, но хотя бы чуть-чуть. Скучаю по своим колонкам домашним. Вот так вот. Вот, пью пиво тайландское, лайтовое. Вы не думайте, что я такой трезвенник прям. Мне интересно попробовать пиво тайландское, что было, потом что рассказать. Потому что наши алкоголики будут спрашивать, как там пиво китайское, тайландское, вьетнамское. Я скажу, в Азии хорошее пиво. Но я не нажираюсь, просто интересно попробовать. Просто кушаю. Да, просто кушаю, потому что на улице жара, а пиво оно хорошо утоляет жажду, утоляет. Ладно, не оправдывайся. Все от маски, да? Ладно, едем.